Бурятские спортсмены в северной столице России завоевали 14 золотых, 14 серебряных и 28 бронзовых медалей. У меня большие впечатления от соревнований. Была очень большая категория в спарринге. Я выиграл 3 боя и в 4-м бою проиграл. Я очень рада, что мои родители позволили мне съездить в город Санкт-Петербург. И я рада за своего тренера, что он меня обучил всему, как нужно выступать. Соперники были очень сложные. Я проиграл Патуль в первом раунде, но так как я был сразу в полуфинале, я занял 2-е место. Санкт-Петербург понравился мне своими достопримечательностями. В принципе, этот город историй. Соревнования были очень насыщенными. Каждая медаль завоевывалась в трудной борьбе. В некоторых категориях было по 120 человек. Особенно большая конкуренция, как всегда, среди черных поясов. Приехали все первые номера сборной. Из-за этого было еще интереснее и труднее. Так говорят спортсмены. Я ездил в первый раз на соревнования выездные. Ездил в Санкт-Петербург. Участвовал в категории спарринг от 14 до 17 лет. Конкуренция была большая, соперники были старше меня, больше, но поддержка тренера, его наставления помогли занять 2-е место. И я благодарен своему тренеру. Также хочу сказать большое спасибо родителям за спонсирование этой поездки. Отличились наши тэквондисты и в командных выступлениях. Сборная Бурятии заняла 1-е командное место в разбивании досок среди юниоров, имеющие черные пояса. 2-е место в командной специальной технике среди юниоров. 3-е место в специальной технике среди юниорок и 3-е командное место Патуль среди мужчин. Получается, вообще к этим соревнованиям готовились уже давно, очень упорно. И мне удалось завоевать 4 медали, 2 из них в личном зачете. Это спарринг до 75 килограмм по юниорам и по тулям 2-м данным. И также нам с командой удалось завоевать 2 медали. Это командное разбивание досок золото и спецтехника 3-е место. И вот у нас, как я помню, за всю историю команды юниоров мы первый раз завоевали по разбиванию досок 1-е место. Ну и ребята нас выполнили, получается, все КМС и довольны. Поскольку не было давно относительно соревновательной практики, то есть последние выездные соревнования у нас были в декабре, и то не каждый смог выехать, потому что сложная обстановка не позволила. Местных соревнований у нас уже почти год не было, даже больше года не было, и при этом мы вывезли очень большую команду, несмотря на то, что нам пришлось пролететь почти всю страну, до Санкт-Петербурга. 70 спортсменов представляли Бурятию, и я считаю, что уже даже по массовости это очень хороший результат. Теперь, что касаемо медалей, я считаю, что ребята достойно выступили. По итогам соревнований выявилось 2 абсолютных чемпиона Кубка России. Это Тимур Жамбалов и Вероника Адекова.